Мой прадед, Анушкин Николай Федорович, родился в селе Сабаево Качкуровского района Мордовской АССР 26 декабря 1926 года. Призван в Красную армию в 1943 году. Воевал на Ленинградском фронте. Был пулеметчиком. Был бой. Прадед отстреливался как мог. Но вот случилось страшное. Его пронзила острая боль в животе, и он потерял сознание. Очнулся. Когда уже бой закончился, и увидел, как в самолет загружают раненых. Молодой боец еще долго лежал, пока не понял, что лежит среди убитых. Его приняли за погибшего. И тогда он стал звать на помощь. К нему подбежала медсестра и сказала: «Солдатик, ты уже не выживешь». Но дед все равно стал просить, чтобы она его перенесла к раненым в самолет. Она ушла, пришла с кем-то, его переложили на носилки и понесли в самолет. Медсестра положила на грудь прадеду его документы и сказала: «Живи». Так он попал в госпиталь. У него было тяжелое ранение. Ему удалили 3 ребра. Но я рад, что прадед выжил, сражался, прошел войну и вернулся домой. Шочкин Петр Никифорович. Уроженец села Трипаловка Ордатовского района Мордовской АССР. В ряды Красной армии призвался Ордатовским РВК в июле 1941 года. В январе 1944 года пропал без вести. Демин Денис Алексеевич, 1908 года рождения. Был призван Атяшевским РВК Атяшевского района Мордовской АССР в 1944 году. Принимал участие в боях с немцами на территории Северной Трансильвании, где лично ходил в разведку и добыл ценные сведения о численности противника. Был ранен при отражении контратаки, награжден медалью за боевые заслуги. Жажин Михаил Степанович. Родился 29 сентября 1923 года в селе Старая Пырма Качкуровского района. В 1942 году призван на фронт. Воевал на Калининском направлении. Был ранен. Награжден медалью за боевые заслуги и орденом Отечественной войны. Белянушкин Евгений Михайлович. В рядах Красной армии с 1942 года. В гвардии красноармеец. Награжден медалью за отвагу. 22 апреля 1945 года в районе деревни Тарнов машина с боеприпасами товарища Белянушкина подверглась бомбежке вражеской авиации. Загорелась машина, грозил взрыв боеприпасов. Невзирая на пулеметный обстрел с воздуха, товарищ Белянушкин потушил возникший пожар. Георгий Степанович Колемаскин родился в 1915 году в крестьянской семье, уроженец Ковылкинского района. В 1941 году был призван в Красную армию, воевал в гвардейской, стрелковой, Ровенской дивизии. За доблесть и мужество, проявленные в боях, был награжден медалью за отвагу, 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью за освобождение Праги, значком «Гвардеец» и многими другими наградами. В тяжелых оборонительных боях против немецко-фашистских захватчиков офицер Георгий Степанович Колемаскин был дважды ранен. Мужественным и честным был жизненный путь Колемаскина Георгия Степановича, участника Великой Отечественной войны.